Из-за севшей батарейки в пожарном извещателе в Башкортостане в городе Ишимбай погибли двое взрослых и двое детей, один из которых приемный. Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном доме. Уточненные данные сообщили в Республиканском госкомитете по ЧС. Обсудим меры противопожарной безопасности прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Раис Арсланов, начальник противопожарной службы Госкомитета Башкортостана по ЧС. Раис Мазгарович, здравствуйте. Здравствуйте. Произошла такая трагедия. Севшая батарейка, как выяснилось, была на противопожарном извещателе. Вот какие меры сейчас обсуждаются ведомствами, а также я знаю, что эта тема обсуждалась в правительстве республики. Да, вы правы. Вот это действительно такой случай как раз показал о том, что то, что мы делаем в социальном порядке в части обеспечения 9 категорий населения бесплатными извещателями, в том числе многодетных детей, семьи и другие категории, которые проходят, дает определенный толчок в части решения вопроса обеспечения безопасности. Если брать цифры, то более 540 человек уже спасено, из них 220 детей за время работы этой программы. 6 лет она действует? Да, 6 лет действует, и она действительно показала эффект в части того спасения людей, особенно детей. Да, это случай трагичный, потому что действительно у нас вызывает беспокойство, что многие, которые мы устанавливаем по программе, в том числе и которые жители приобретают за собственность, муниципалитеты, которые выдают, многие безответственно относятся в части прекращения работы извещателя и не заменяют эти все. Хотя это стоит недорого, это блок питания стоит, который. И этот случай показал реально, что отсутствие своевременной сигнализации о том, что возник пожар, а обнаружили его соседи, которые увидели уже выбивающий огонь с крыши здания, конечно, в этот момент можно было принять меры по эвакуации, разбудить детей. В каком состоянии были, мы сейчас, конечно, говорить тяжело, но в любом случае, если извещатель у нас срабатывает очень громко, очень сильно, и поэтому я думаю, чтобы взрослые люди обязательно бы проснулись в этой ситуации, или соседи, даже проходящие граждане могли бы услышать в начальный момент задавления. Да, этот трагический случай, да, действительно делает нам определенные выводы, что-то все-таки активизировать работу при обходе граждан, местным самоуправлением обратить на это внимание, в части обеспечения таких граждан, особенно где много детей, многодетные семьи, социально опасное положение, которое может по материальным возможностям не имеет возможность установить такие или купить такие извещатели. Конечно, и нам надо думать, может быть, по государственной программе делать поддержки таких семей в части того обеспечения извещателей. Потому что этот случай, он трагичный, для нас всех трагичный, потому что мы сделали все, для того, чтобы обезопасить. Но, видите, 2 дня не хватило для того, чтобы реализовать, нашу такую проблему работы. Потому что я еще раз подчеркиваю, цифры о том спасении людей и детей, особенно при возникновении пожара, когда дети, услышав звук извещателя, выходят и сами покидают, и так далее, когда обучены они. Противовес этому случаю, скажите, когда противопожарный извещатель действительно помог? Таких случаев очень много. Я могу десятки. Вчера мы награждали девочку, которая, услышав звук, то же самое, вывела братишек. И вчера детей, братьев, сестер вывела. То есть таких случаев, я еще раз говорю, очень много. По республике, если брать, очень много. В каждом районе такие случаи есть. Услышав такие положительные моменты работы автономных извещателей, я хочу по опыту просто и по общению с людьми, хочу сказать, многие даже заинтересованы стали покупать и устанавливать такие извещатели. Тем более это доступно порядка 300 рублей. Да. Что говорит у нас статистика по пожарам? По пожарам у нас говорит о том, что да, есть у нас сейчас небольшое увеличение количества пожаров, но вы видели апрель месяц, как начался сухой, жаркой погоды, когда много появилось ландшафтных пожаров и травы и так далее. И увеличение количества гибели людей, это, к сожалению, у нас идет. Но такие основными причинами являются, конечно, это неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электросетей, печного отопления, которое традиционно нельзя слово сказать, но основными проблемными являются, которые люди, граждане, не выполняют в мерах обеспечения безопасности. Но в то же время надо отметить, что было спасено при пожаре более 1700 человек. Это тоже хороший показатель в части того, что мы более-менее эффективно занимаемся работой по спасению людей на пожарах. Раис Мазгарович, впереди майские длинные выходные с 1 по 10 мая включительно. Но это тоже опасный такой период. Да, ваши рекомендации, пожалуйста, телезрителям. И на природе, и дома. Да, на природе, и дома, да, и в садах, и так далее. Да, действительно, мы ждем 10 дней выходных. Но надо не забывать о том, что в республике объявлен особый противопожарный режим. Что это такое?
Это такое мероприятие, которое выполняться должно в обязательном порядке. Это запрет сжигания мусора, костров, разведение шашлыков, травы, поджиг вот это на стерни и так далее, которые у вас бурьянов и так далее, и так далее. Это категорически запрещено. Это во-первых. То же самое запрещено разведение костров даже на приусадебных, садовых участках, на участках, где общего пользования, то есть где-то в населенных пунктах. Эти тоже запрещены. То есть это в связи с тем складывающейся такой обстановкой по развитию пожара, вы обратите внимание, вот Иркутская область уже горит, сейчас Забайкальский край горит. Мы, конечно, сдерживаем. У нас вот есть традиционные районы, где вот взять последний, Туймазинский район, очень сильно он горит, потому что постоянно идет горение сухой травы, ими распространение, ну, мы как называем их, ландшафтные пожары. И поэтому вот меры безопасности вот в этот период должны быть очень приняты со вниманием. Особенно сейчас в условиях, когда у нас нарастают такие погодные явления, как вот постоянно вы обратите внимание на приходит сообщение об усилении ветра. Сами знаете, что усиление ветра с этим сухостоем приведет к распространению на населенные пункты и так далее. Конечно, надо органы местного самоуправления, вот учитывая такую складывающую обстановку, надо обязательно проводить работы по опашке населенных пунктов. Председатель садоводческих, огороднических всех сообществ надо обязательно тоже проводить освобождение сухостоя, опашки территории, накопление вот после весны, с наступлением весенних погодных условий, емкостей с водой, первичных средств пожаротушения, проверить систему извещения, посмотреть для того, чтобы каждому провести вот сходы граждан, надо обязательно провести встречу с членами садоводческого общества, разъяснить нормы и правила пожарной безопасности. Потому что мы вот весенний, летний период имеем гибель людей уже в садоводческих обществах и возникновение пожара там. Ну и кроме того, ожидается наплыв туристов вот в дикую природу, да, так сказать. В Башкортостане у нас она очень красивая, да, и поэтому тоже из соседних регионов приезжают. Вот здесь какие рекомендации тоже можете дать? Ну, я еще раз подчеркиваю, всем туристам надо просто принять сведения, что у нас республика объявила особый противопожарный режим. Это вот не все регионы страны это объявили, но мы объявили это. Значит, надо выполнять наши условия требования, не разжигать костров, не разжигать паяльные лампы и так далее, что там у вас есть и какие-то, имейте, что меры безопасности у нас сегодня соблюдены, тем более опасным туристам это переход в огня на лесные массивы, потому что при таких погодных условиях мы не должны этого допустить. То есть выполняйте нормы правил пожарной безопасности, я ничего не могу другого порекомендовать им. Люис Мазгарович, как вы оцениваете готовность противопожарных сил вот, противостоять стихиям? Ну, если говорить о готовности, то мы обычно на такие праздничные дни переводим на усиленный вариант несения службы. Вот федеральная противопожарная служба — это у нас самая большая составляющая, которая является, в котором мы оперативно руководить нашими тоже подразделениями. Мы принимаем меры для того, чтобы ввести дополнительно вот на такой период автоцистерны, привлечь личный состав для тушения пожаров, уже проверяем систему оповещения, создаем дополнительно резервы рукавов и огнетушащих веществ и материалов. То есть вот мы должны быть, мы всегда готовы, но еще раз в более усиленном варианте должны быть готовы к вот возникшим таким происшествиям. Работа с волонтерами, их тоже очень много. Да, я согласен. Вот это норма появления очень нас подстегивает в части вот, привлечения молодежи и других, даже других возрастных категорий в целях предупреждения пожара. Вот мы на днях подписали с волонтерским движением государственной казенной учреждения противопожарной службы, подписали соглашение о том, чтобы совместно с ними организовать работу по профилактике пожаров, в том числе и проверке вот этих установок извещателей в сети населенных пунктов. Потому что у нас более 90% горят все-таки на селе. И поэтому в каждом районе у нас есть отделения вот, волонтерские, где работают эти по районам. И мы сейчас вместе с ними будем привлекать на данную работу. Я думаю, должен быть положительный в этом отношении эффект. Ну и профессиональный праздник, День пожарной охраны. Вот как вы, что можете сказать про коллег? Да, и несколько слов, может быть, поздравительных. Ну, спасибо, конечно. Вот просто из истории, если взять, в 1649 году был подписан наказ о благочинии. Там как раз предусматривалась вот, работа противопожарных дозоров, которые бы обслуживали населенные пункты, проводили патрулирование, тушили возникающие пожары и проводили профилактику среди населения. Вот эта задача была поставлена уже 372 года назад. Вот сегодня, 30 апреля, как раз исполняет 372-я годовщина
создания российской пожарной охраны. И к этому мы подходим действительно, вот если брать уже 300 с ним лишним лет, брать, почти 400 да, уже 400 лет, которые прошли, действительно показывают, мы более, конечно, сейчас на современном уровне оборудованы, У нас есть все возможности ликвидации любых техногенных природных пожаров, которые у нас могут возникнуть в нашей республике. Затем создана очень сильная система 112. Должны отметить о том, чтобы система оповещения населения создана, для того, чтобы возникать всех чрезвычайных ситуаций, не только пожаров, мы могли оповестить. Затем материально-техническая база. Укрепление, это строительство новых пожардепо. Для в селе Кушнаренко ввели новое здание пожарной части. Мы сейчас уже развернули в Баймакском районе, мы знаем, что там постоянно степные пожары, ландшафтные пожары происходят. Мы сейчас развернули 2 пожарные части, там открываем как раз в преддверии Дня пожарной охраны. Также мы смотрим в развитии приобретения новой пожарной техники. То есть мы действительно, празднуя 372-ю годовщину, мы действительно говорим, что мы готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и оказанию помощи населению. В вашем лице мы поздравляем ваших коллег и благодарим за честную, добросовестную работу. Спасибо большое. Спасибо. С нами был Раис Арсланов, начальник противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС. И мы обсуждали меры противопожарной безопасности. Берегите себя, смотрите БСТ, не переключайтесь. Все самое интересное в нашем эфире.